Торрес достаточно сбалансированный боец, очень неплох и в стойке, и в партере. Но при этом, да, мы вот тут отметили, у него, он когда на выходе еще, тоже на повторах, большое спасибо нашим режиссерам, которые показали, он такую весьма симпатичную леди поцеловал. Вот он периодически на нее отвлекается. Главное, чтобы не отвлекался во время непосредственно самого поединка. Довольно широкая стойка у испанского спортсмена. Хорошая реакция. Фаридун никуда не торопится и пока присматривается к сопернику на скачке. Не получается атака. Очень опасно. И чувствуется определенный динамит и вообще электризованность в этой клетке. Да, Торрес, собственно говоря, боец-то очень опытный. Мы уже отмечали 26 побед, 22 досрочные. С ним зевать не следует. Много зрителей, много известных гостей. И, конечно же, Хабиб Нурмагомедов тоже присутствует в этом зале. Кстати говоря, сегодня день рождения Абдулманаба Нурмагомедова. Ему бы исполнилось 59 лет. Очень много сделал, конечно же, Абдулманап для развития смешанных единоборств, да и вообще для Дагестана в целом. Да и не только для Дагестана, для спорта, для единоборств вообще в нашей стране и мире. Итак, несколько раз уже Фаридун Адилов попробовал пробивать удары, в том числе и с разворота, и с проворотом таким, но пока не очень высока его точность. Сейчас встретил испанца ударом в плечо. Но правый оверхенд очень хорош у Энока Солвеса Торреса. И здесь попадает. Второй темп не зашел. Есть покраснение на лице у Адилова. Чуть провалился своей атакой Торрес. Формат этой встречи, естественно, чемпионский. 5 раундов по 5 минут. По корпусу достает Фаридун, за которого по-прежнему безумно переживает и болеет практически весь зал, весь дворец гимнастики Ирины Виннер-Усмановой. Но я отметил, что Торрес, он сейчас как-то на скачке пытается атаковать, и в момент атаки очень серьезно открывается. У него разбросаны руки, и Фаридун так или иначе может этим попробовать воспользоваться. Половина раунда еще впереди с прихватом. Здесь испанец мог зайти в борьбу, не получилось. Но пока не доходит большинство ударов Торреса до цели, которую он выбрасывает. Ну что ж, ставка именно на ударную технику у чемпиона. Пока никак не может поймать как следует в прицел он испанца. Вот готов вроде бы испанец включиться сейчас и побежать с длинной серией, но каждый раз себя прямо обрывает, притормаживает. Хороший лоу-кик. И еще раз отметим, что у Торреса просто колоссальный опыт. И видел он, если не все, то очень много в мире смешанных единоборств. А в первом раунде здесь неплохо действует навстречу, упреждает многие атаки. У него хороший джеб и хороший встречный удар по корпусу. На скачке не первый раз уже Адилов пытается провести атаку слева. Пока не получилось. И вот сейчас хорошая двойка, потрясен испанец. Пошел Адилов прессинговать, дорабатывать дальше. Включается, и здесь падение перекрывается. Торрес, несколько ударов, остановка. И все-таки уже в первом раунде Фаридун Адилов одерживает победу и защищает пояс чемпиона ИГЛФС в средней весовой категории. Просто неистовствует публика. Они все тут танцуют, пляшут, поют, размахивают флагами. И, конечно же, радуются за своего соотечественника. А испанец сейчас лежит. Ярчайшая победа Фаридуна Адилова. 12-я победа в карьере, 6-я победа нокаутом. Первого раунда. Ladies and gentlemen, we're on time. 3 minutes and 37 seconds of round number 1. Техническим нокаутом